Сегодня пятница, долгожданная пятница, и 2 июля вот так вот нам постучало в дверь. Ну, а утро продолжается, и, надеюсь, вы уже там начинаете или хотя бы подумываете о завтраке, а мы вас немножечко пособлазняем в этом смысле. Сегодня мы приглашаем вас позавтракать на юге Аравийского полуострова, в Юго-Западной Азии. Совсем немножечко пособлазняем, чуть-чуть. В общем, добро пожаловать, друзья, в загадочный и древний Йемен. В античности историки называли его Арабия Феликс, что дословно означает «счастливая Аравия». На развитие государства повлиял так называемый путь благовоний, по которому поставляли масла и смолы в Египет, Азию, Грецию и Рим. Кухня Йемена – это арабская кухня с нотками индийской. В блюдах широко используются бобовые и разнообразные специи. Также много рецептов с дарами моря. Ну, само собой. Куда же без свежих продуктов, морепродуктов. Йеменцы предпочитают завтракать горячими блюдами. Это могут быть бобовое, как уже Нина сказала, яйца или даже жареное мясо и кебаб, а также блюда из ягненка или говяжьей печени на завтрак. Сытно довольно-таки. Ну и, конечно же, подается еще кофе с выпечкой. В общем, вот так позавтракал и целый день вообще свободен от приема пищи, мне кажется, тут вполне себе. Хлеб является важной частью не только кухни, но и культуры Йемена. Йеменский хлеб, который называется джахнун, готовят из катаного в рулет слоеного теста, смазанного маслом. Выпекается он медленно в течение ночи. Медленно в течение ночи, вы бедные хозяйки. Традиционно подается с томатным соусом, сваренными вкрутую яйцами и острым соусом с хук. Также бывает и сладкий вариант с клубничным вареньем. Я надеюсь, что хозяйки могут отлучиться, поспать, а не контролировать и стоять у печи. Как же там Разбудить процесс? мужа, и он дальше уже последит. Или так, кстати, тоже неплохой лайфхак, если решите приготовить хлеб, как в Йемене. Ну и еще одно блюдо, без которого не обходится ни один йеменский завтрак, это фуль медамес. Это измельченная бобы с заправкой из оливкового масла, лимона и пряностей. В Йемене фуль медамес любят подавать с лепешкой и свежими овощами. Ну и еще одно известное сытное блюдо на завтрак – шакшука. В переводе с арабского название этого блюда означает «смесь». Но, впрочем, так оно и есть. По сути своей, шакшука представляет собой яичницу в соусе из томатов, сладкого перца, лука и специй. В общем, все, что было в доме, все туда. Ну а что касается утренних напитков, то у жителей Йемена очень популярны кофе и чай. Но есть некоторые территориальные предпочтения. Например, кофе очень любим в столице Саане. Его варят сразу с сахаром и пьют только утром, тогда как черный чай является основным напитком в Адене и в регионе Хадрамаут. В него добавляют гвоздику, кардамон и мяту. Но это очень вкусно и, знаешь, такой напиток для гурманов. Я уверена, что это нужно попробовать обязательно. Обязательно. Ну, кстати, у нас в Беларуси тоже пьют разные напитки. Вот мы с ней, например, утро начинаем со стаканчика воды. Кипяточка. Да? Кипяточка, да, тепленького. Ну что Для же, бодрости.